вот в Турине повесили учителя, еврея. Я говорю, это безобидный человек, старый уже был. И он тут, и его повесили и заплатили снимать. И то дерево и теперь стоит еще. Граб, это самое. И он висел, где-то с неделю провисел. Вот тогда все-таки его сняли и захоронили. Была женщина и 3, что ли, детей с нею. И землянка была сделана, и сделана обгородка сбоку. Так, посмотреть, отдельно комнатка маленькая. Немец, и они сховалась она туда с детьми, у этой землянку. А немец пришел, открыл, туда не полез ничего, он туда дымовую завесу кинул, закрыл и пошел. И они там захлопились. Ехали по деревне, двое на теле, у нас не заведено 2 коні запрягати. По 2 коні запряжені, каже, по-русски говорять, якби, ну в німецькій формі. От вона, як вона помнилася. І каже, ніщо по-русски, якби говорить, по-нашим там, а в німецькій формі. А ми сидимо на лавочці, каже, зуби скалим, зуби скалим. Так он каже, пугай нам, по нас, по дітях наш. Когда, каже, ми бігом і розбігаємося. Оказывается, это ехали уже полицаи, набранные украинцы. Приезжали, занимали село, и все, что могли найти, все забирали. Память спаленной деревни Лужицы. На территории уже Светлоборское лесничество, а сама деревня стояла вот туда 200 метров. Погибшие, которые немцы, жителей, 3 повесили, а вот сколько тут? 3? 1, 2, 3, 4, а 5 расстреляли. На этом месте, вот оно такое, вот липы, 1, 2 липа, там есть розы, аж остались, дикие растут. Здесь стояла деревня. Эту деревню после войны не восстановили. На ее месте уже выросли новые липы, и каждый год появляются дикие розы. Как напоминание, здесь жили люди.